Телеканал «Якутия-24» приветствует зрителей. Это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Добрый вечер, смотрите в выпуске. Борьба с коронавирусом, сводка оперативного штаба, работа колл-центра в Якутске, маски в автобусах и новости с районов. День офтальмолога. Как профильные врачи диагностируют, лечат, избавляют от заболеваний глаз и возвращают зрение. Сюжет из Москвы. Правда ли в столице участились случаи исчезновения женщин? МВД дает подробное разъяснение. Как быть с первой школой? Коллектив «Дети и родители» настаивают на капремонте старейшей школы в столице. Решится ли вопрос и когда? День качества. Кто и как следит за точностью весов в магазинах и безошибочной работы счетчиков воды? Расскажем о работе специалистов Якутского центра стандартизации и метрологии. 210 новых случаев коронавируса выявили за минувшие сутки в Якутии. Больше всего в столице – 122 человека. Среди районов наибольшее количество – в Алданском Улусе – 11 и в Сунтарском районе – 8. В Улусах создана система для лечения коронавируса. Больницы оснащены аппаратами ИВЛ, оборудованием и лекарствами. Мониторинг по их наличию и койкам проводится каждый день, сказали в оперативном штабе. На настоящий момент все наши центральные районные больницы, в которых оказывается первичная медико-санитарная помощь по лечению коронавирусной инфекции, оснащены ИВЛами, оснащены соответствующим оборудованием и имеют лекарственные средства для того, чтобы непосредственно оказывать медицинскую помощь. Мониторинг состояния дел по количеству коек, свободных коек, по лекарственным средствам и по работе кислородного оборудования проводится один раз в сутки для того, чтобы четко понимать при необходимости, какая ситуация у нас практически в каждом районе. Второй этап клинических испытаний биопрепарата из ягеля и коры березы для лечения, профилактики коронавируса и реабилитации больных, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, начался в Якутске. Медикам передали около 6,5 тысяч доз лекарства. Об этом сообщил доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Борис Кершенгольц. Из 33 медицинских работников, работавших в красной зоне и принимавших препарат, заболел только один, причем в очень легкой форме. В контрольной группе медработников, которые не принимали бетугладин, заболели более 10%, сказал ученый. Ожидается, что испытания будут проходить около месяца. Работа колл-центра Якутской городской больницы номер 3 в ближайшее время будет усилена. С понедельника 9 ноября обращения пациентов принимаются по новому номеру телефона 8 800 200 54 54. Напомним, на прошлой неделе деятельность колл-центров обсуждалась во время видеоконференции главы Республики Айсена Николаева с главными врачами медучреждений. В частности, по результатам проверки были выявлены случаи, когда дозвониться по указанным телефонам номерам приходилось только после нескольких попыток. Теперь в больнице приняты организационные решения. За неделю рост заболевших в Ленском районе снизился. Количество подтвержденных случаев уменьшилось со 141 до 122. Подробнее в сюжете из Ленска. Большая часть заболевших, это 92 человека, переносит COVID-19 в легкой форме и проходит лечение дома. Сложнее заболевание протекает у 51 человека. Все они пациенты инфекционного отделения. Подтвержден диагноз у 26 из них. У остальных поставлен диагноз вирусная пневмония или внебольничная пневмония. То есть там пневмоний очень много. В данном случае ситуация выглядит таким образом. Поэтому мы призываем население соблюдать меры предосторожности, чаще мыть руки, носить маски в общественных местах. И в этом плане я думаю, что мы очень достойно справимся с этой ситуацией. В режиме самоизоляции находится еще 290 человек. Это те, кто контактировал с больными. Заместитель главы отметила, что основная защита сегодня – это маски. Маски имеются во всех городских аптеках и магазинах. Запас защитных средств заготовила и районная администрация. Это 2000 одноразовых масок, 2000 перчаток, 2000 бахил, 500 масок с забралом,
антисептик, комбинезоны одноразовые. Помимо этого, 3 миллиона рублей Ленская ЦРБ выделила районной администрации на приобретение экспресс-тестов на ковид. Первые 2000 тестов для выявления коронавирусной инфекции приобретены в Южной Корее. На днях поступили в районную больницу и уже используются для выявления COVID-19. Действие тестов основано на ПЦР-диагностике выявления коронавируса. Это значит, что для исследований не требуется дополнительного оборудования. Медики отмечают, что они надежны и при этом в использовании требуют намного меньше времени, чем прежние. Закупая эти системы, мы облегчим диагностику, ускорим диагностику, чтобы диагностировать правильно все состояния, которые у нас есть. Это внебольничная пневмония, расценивать правильно и своевременно контролировать состояние, своевременно производить выписку, лечение в амбулаторных условиях, чтобы проходило на правильном уровне. По словам главного врача Ленской ЦРБ, делать экспресс-тесты будут в основном тем пациентам, у которых есть признаки пневмонии. Экспресс-тесты будут распределены по отдаленным районам в поселке Витим и Пеледой. Если будет необходимость, новые тесты получат и небольшие врачебные амбулатории. Светлана Балеева, Денис Семенов, Ленск. Около 3 часов. За отсутствие масок у пассажиров общественного транспорта к административной ответственности отныне будут привлекаться не водители автобусов, а сами пассажиры без масок. Городские власти в Якутске должны внести предложение, каким образом можно это реализовать в жизнь. Что про все это думают две стороны – водители и пассажиры. Репортаж Дмитрия Тымырова. Новый порядок контроля указа главы региона по соблюдению масочного режима в общественном транспорте ужесточается. Так, за отсутствие маски у пассажира рейс могут снять с маршрута. В этом случае спасательным кругом для водителя может стать наличие информационного листа о недопущении и отказе перевозки пассажиров без маски. Водитель обязан проинформировать, то есть разместить информацию, то, что граждане у нас в автобус осуществляется вход только в масках, то, конечно, в этих отношениях уже будут привлекаться сами граждане административному воздействию. В случае, если информационного оповещения в автобусе не будет, водителя снимают с рейса, а всех пассажиров высаживают из автобуса, и они должны будут пересесть либо на другой маршрут, либо дожидаться дежурного транспорта. Люди, во-первых, заходят в заднюю дверь. Мне надо контролировать на дороге ситуацию. Во-первых, сейчас скользко. Я же не вижу там, он зашел в маску, не зашел он в маске, может он снял по пути. Придет представитель закона, посмотрит, он без маски. Меня, как говорится, сразу к ответственности привлекут. Зачем мне это надо? Я сразу машину поставлю, все, пойду домой. Зачем мне штрафы такие платить? Народ не приучен еще к этому, чтобы постоянно в масках ходить. Многие забывают. Перчатки зимой, какие могут быть перчатки? И какие могут быть маски. Вот вы человек в очках, это хорошо, я тоже их ношу, но я ношу в определенное время их, например, телевизор смотреть. А люди, которые ходят, я уже столько посмотрела, как они, извините, мучаются с этим, запотевают стекла. Нельзя этого делать, абсолютно. Но выйти в зиму, как бы стоять на остановке и ждать, когда там кто-то приедет, следующий, не знаю. Это не очень устраивает, конечно, если меня выгонят с автобуса. Вдруг я его просто забыла нечаянно. Может быть, тогда бы кто-то предоставлял эти маски, если вдруг их нет. Вопрос о продаже маски прямо в салоне автобуса, конечно, мог бы облегчить ситуацию. Однако все не так просто. Ну, есть там несколько у нас вариантов, так скажем. Я не знаю, либо так же, как вот в некоторых магазинах делают, маски продавать, если человек не заходит. Но опять-таки торговать нельзя. Это уже другой вид деятельности, так скажем. Во-вторых, можно попросить водителя, но опять-таки это нарушение и влечет очень за собой нехорошие, так скажем, последствия. Если водитель может не трогаться с остановки, пока не наденут все маски. Опять это прецеденты, опять это наши бедные водители, на них будут шквал всяких разных, так скажем, сваливаться от наших пассажиров. Единственным выходом из ситуации станет повышение ответственности горожан и обязательное ношение масок во время поездки в общественном транспорте. Это в первую очередь забота не только о здоровье рядом сидящих пассажиров, но и о собственном здоровье. Коронавирус прочно вошел в нашу повседневную жизнь, и каждому из нас необходимо приучиться носить средства индивидуальной защиты в местах массового скопления людей, в том числе и в автобусах. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск.
Ежегодно 11 ноября отмечается День офтальмолога. Врачи диагностируют, лечат, избавляют от заболеваний глаз и возвращают зрение своим пациентам. Офтальмологи в буквальном смысле дают взглянуть на жизнь по-новому. Сюжет нашего корреспондента из Москвы Айсены Бурнашовой. Сложный по строению, первый по значимости. Глаза человека часто называют зеркалом души. Но для офтальмологов это прежде всего парный сенсорный орган, отвечающий за зрение. А еще глаза – это показатель общего здоровья человека. Допустим, есть очень много заболеваний других органов, не только органа зрения, которые могут иметь глазные проявления. Сахарный диабет, гипертоническая болезнь, эндокринные заболевания очень имеют яркую клиническую картину, васкулиты. Выявить проблему и поставить диагноз, конечно, могут только специалисты. Стать офтальмологом Алена решила еще в 9 классе. Окончив в 2018 году мединститут ЦВФУ, девушка поступила в старейший офтальмологический институт Гельмгольца в Москве. Я сейчас обучаюсь в отделении офтальмоонкологии и радиологии. Я там аспирантка. Совмещаю научно-исследовательскую деятельность с клинической практикой, ассистирую на операциях. Допустим, в отделении, где я обучаюсь в настоящее время, сегодня было около 12-13 операций. Среди пациентов девушки и взрослые, и дети. Алена помогает бороться им с отслойкой сетчатки, глаукомой, опухолями и синдромом сухого глаза. Последнее, кстати, очень распространено у любителей посидеть за компьютером. Алена отмечает, осложнений можно избежать, если беречь глаза и вовремя обращаться к специалистам. Качественная работа первичного звена, просвещение населения и личная ответственность каждого пациента поможет в будущем своевременно выявлять заболевания и начать лечение. Более 90% информации об окружающем мире мы получаем через зрение. На страже здоровья – профилактика. Защищать глаза от ультрафиолета, подбирать правильные очки и линзы, соблюдать гигиену глаз. Вот перечень простых, но важных рекомендаций. Если углубляться в эту профессию, если ее полюбить, страстно полюбить, тогда перед вами откроется совсем другая вселенная, которая уже вас не отпустит. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва, Якутск. Сейчас короткая пауза, буквально меньше 1 минуты. Оставайтесь с нами и смотрите далее. Правда ли в столице? Участились случаи исчезновения женщин. МВД дает подробное разъяснение по ситуации. Как быть с первой школой? Коллектив, дети и родители настаивают на капитальном ремонте старейшей школы в столице. Решится ли этот вопрос и когда? День качества. Кто и как следит за точностью весов в магазинах и безошибочной работе счетчиков воды, расскажем о работе специалистов Центра стандартизации и метрологии. Это итоги дня. В прямом эфире на канале Якутия-24 продолжаем выпуск. Правда ли в столице участились случаи исчезновения женщин? Как пояснили в пресс-службе МВД региона, это не носит криминального характера. Местонахождение некоторых пропавших женщин уже установлено. Одни из главных причин исчезновения – это злоупотребление алкоголем и конфликты с родственниками. Например, 8 ноября в полицию поступило сообщение о пропаже 32-летней жительницы Якутска. Она была обнаружена полицейскими у своих знакомых. Выяснилось, что женщина ранее неоднократно уходила из дома. Другая ситуация. 19-летняя жительница столицы, которая 31 октября ушла из дома по улице Автодорожная, найдена оперативниками в тот же день. А накануне в полицию обратилась дочь 44-летней женщины, которая покинула дом по улице Лермонтова и пропала без вести. МВД дает комментарии. 19-летняя жительница города Якутска, которая 31 октября ушла из жилого дома по улице Автодорожная, разыскана оперативниками в день поступления заявления. Дежурную часть также вчера в полицию обратилась дочь 44-летней женщины, которая вышла из дома по улице Лермонтова и пропала без вести. В настоящее время проводятся разыскные мероприятия по установлению ее местонахождения. Стоит отметить, что женщина ранее неоднократно самовольно уходила из дома.
К другим новостям. В Нерингре проходит месячник безопасности на воде. В зимний период начались мероприятия по обеспечению безопасности людей и предупреждению несчастных случаев, связанных с провалами граждан и техники под лед. Репортаж из Нерингри. Период месячника безопасности на воде в зимний период в Нерингре будут проходить патрулирования, цель которых – выявление несанкционированных переправ, выездов и выходов на лед. Также будут проведены агитационные мероприятия, мониторинг ледовой обстановки, замеры льда и профилактические беседы с рыбаками о безопасном поведении на льду. Инспекция ГИМС МЧС призывает граждан не выходить на лед в период его становления. Родителям ни в коем случае не следует отпускать детей одних к водоему. Год от года толщина льда становится меньше. Рыбакам и автолюбителям-экстремалам рекомендуется воздержаться от выезда на лед. Напоминаем, что за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность и значительные штрафы. Кроме этого, существуют серьезные риски потери имущества и опасность для жизни и здоровья граждан. Следует помнить, что перед тем, как выйти на лед, необходимо убедиться в его прочности. И, конечно же, не следует этого делать ногой или прыжками. Безопасная толщина льда для одного человека составляет от 10 сантиметров. Также следует помнить, что даже на прочном льду есть места, где он существенно тоньше, чем в общем по водоему. Выходя даже на безопасный лед, не забывайте брать с собой средства спасения. Берегите себя. Основную опасность провала техники несут рыбаки, которые выезжают на транспортных средствах на замерзшие водоемы, в то время как выезжать на лед разрешено только на санкционированных переправах. В городе Нерингри такие переправы отсутствуют. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерингри. Тревогу продолжают бить родители и учащиеся, и сам коллектив старейшей школы Якутска номер 1. Мы уже не раз говорили о проблеме ветхости здания. Будет ли решаться вопрос капитального ремонта этого здания, и если да, то когда? Репортаж Виктории Федоровой. Это старейшее здание Якутска знают все. Оно имеет архитектурную ценность, входит в редкий перечень сталинского ампира, построенного на вечной мерзлоте, и располагается в самом центре города. Здание 1941 года постройки не пустует. Здесь находится школа номер 1. И на сегодняшний день здесь ежедневно грызут гранит науки 614 детей, а рассчитана она на 250 учащихся. Все заявки поданы в правительство по выкупу метелицы, по строительству пристроя и по проведению реконструкции основного здания школы. В этом вопросе нас и поддерживает и Министерство образования, и начальник управления образования. Несмотря на непростые условия, школа остается одной из самых востребованных в Якутске. Ежегодно школа показывает высокие результаты по сдаче ЕГЭ и ОГЭ, а в этом году выпустились 12 золотых медалистов. Узкие коридоры, маленькая гардеробная, буфет в 30 квадратных метров и отсутствие актового зала. Детям сложно учиться в таких условиях. Здание пришло в большом износе. Конечно, были разные случаи, когда и обваливались, штукатурка, допустим, до 17 квадратов. Это у нас раздевалка. То есть это места общего скопления детей, где, в принципе, да, вот это вот очень сложно, конечно, все это представить. В сентябре этого года Министерством образования республики было созвано совещание, где рассмотрели проблему увеличения площади и реконструкции здания. Вопросы первой школы я знаю с первых дней назначения на должность министра образования и науки Республики Саха-Якутия. Конечно, позиция Министерства образования, во-первых, постараться сохранить то основное здание, потому что это один из двух таких первых школ, которые у нас сохранились на территории города Якутска. Перед властями стоит задача реконструкции здания и строительства к нему пристроя, либо предложенный родителями вариант – выкуп рядом стоящего трехэтажного здания метелицы. На сегодняшний день общая потребность на проведение этих мероприятий составляет 325 миллионов 806 тысяч рублей. Мы с Министерством просвещения на данном этапе работаем сначала по строительству школ на территории города Якутска. В совокупности, если мы решаем по городу Якутску вопрос строительства совместно с Министерством просвещения, мы увидим четкое понимание наших резервов финансовых. Соответственно, за счет этого планируем решить и в том числе расширение площадей школы номер 1. Мы попытались перекорректировки бюджета на 2020 год решить вопрос приобретения этого объекта.
Но в этом году у нас в целом финансовая ситуация не такая уж и благоприятная, поэтому данный вопрос перенесен на следующий год. Разрешение этого вопроса в следующем году будет еще и символичным, ведь ровно через год старейшая школа Якутска отметит свой столетний юбилей. Виктория Федорова, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, Якутск. Весы с точностью до нескольких миллиграммов, счетчики воды, которые показывают реальные расходы, научные и технические приборы, от точности которых зависит исход работы или эксперимента. Всем этим и многим другим занимаются специалисты Якутского центра стандартизации и метрологии. В лабораториях этого центра побывал наш корреспондент Александр Хавренко. Как гласит древняя народная мудрость, точность, вежливость королей. Об этом, как никто другой, знают специалисты Якутского центра стандартизации и метрологии. В моей руке гиря, которая весит ровно 2 килограмма. И в этом центре мы в этом сможем наглядно убедиться. Ровно 2 килограмма. Кроме того, в центре можно провести поверку весов, счетчиков, линеек. Одним словом, всего, что применяется при любых измерениях. Для этого в центре работают несколько лабораторий, где проводятся механические, электротехнические и теплотехнические виды измерений. Мы проверяем средства измерений геометрических величин, то есть это линейки, штангенциркули. Также в этой лаборатории проверяются скоростимеры, то есть измерители скорости на установке САПСАН-2. Также в этой лаборатории проверяются теодолиты и нивелиры, которые используются геодезистами. Частные лица все чаще обращаются за поверкой счетчиков воды, электричества и газа, а также домашних тонометров и бытовых весов. Владельцы магазинов и общепитов просят провести поверку весов. Специалисты, вооружившись набором гирь, проводят поверку и калибровку аппаратов, чтобы покупатели не переплачивали за лишние граммы. Поверка весов среднего класса точности. Используем гири класса 4 разряда М1. Пробуем. Сначала нагружаем весы до максимального значения, смотрим показания. 14 килограмм, как видим, столько и установлено. Весы должны быть установлены ровно по уровню, не должны стоять на мягких, шатких основаниях, то есть должны быть установлены на ровной твердой поверхности. Также при нагружении показания весов не должны разниться, то есть весы должны быть стабильными, показывать одно и то же значение. И чем чаще ответственные продавцы и производители будут приглашать к себе специалистов из Центра стандартизации и метрологии, тем качественнее и удобнее будет жизнь потребителей, то есть наша с вами. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. 8 брендов представила Якутия на конкурсе «Вкусы России». Это якутская рыба, жеребятина, масло из молока якутской коровы, ягоды, а также алекминский сыр и напитки. Тонизирующий напиток с экстрактом пантов, северного оленя, холодный таежный чай «Охота и рыбалка» в Якутии и квас якутский. Конкурс «Вкусы России» проводится для выявления перспективных региональных брендов продуктов питания, их популяризации и развития экспортного потенциала. Победители конкурса будут включены в комплекс мер Министерства сельского хозяйства страны, направленных на увеличение спроса и продаж региональных брендов. Победителей в декабре выберет конкурсная комиссия. Участие в конкурсе позволит нашим производителям выйти на российский рынок. Наша цель – познакомиться с многообразием вкусов и показать потенциал наших продуктов питания. Ведь экологически чистые якутские продукты не только вкусны, но и полезны для здоровья. Победителей в декабре выберет конкурсная комиссия. Помимо этого, с 19 ноября по 2 декабря 2020 года на официальном сайте конкурс «Вкусы России РФ» будет объявлено народное голосование, в рамках которого каждый житель России сможет поддержать любимый региональный бренд. Дорогие жители и гости нашей республики, просим активно поддержать наших производителей. Таковы новости уходящего дня. До свидания, уважаемые телезрители. До встречи завтра.